На телеканале «Миллет новости» в студии работает Лилия Виджат. Добрый вечер. О самых главных событиях к этому часу. Дожди, ливни и град на полуострове. Стоит ли опасаться кислотных дождей жителям Крыма? Надеюсь, что вредных осадков не будет с Армянска. Часть трассы Таврида уже готова. По новому участку проехали первые автомобили. На протяжении 8-6 километров у нас открыто рабочее движение всех видов транспорта, кроме грузового. Сотня крымско-татарских шедевров из Санкт-Петербурга теперь в Симферополе, где можно посмотреть уникальные работы. Откуда они происходят, к примеру, да, из какого географического района, кому они принадлежат. Пришедшие в Крым дожди больше испугали, чем обрадовали жителей крымской столицы. О том, безопасно ли сегодня гулять без зонта и что ждать от погоды в ближайшее время, смотрите в нашем следующем сюжете. Тема дня в Крыму – кислотные дожди. Дома, на работе и в соцсетях люди активно обсуждают возможные последствия химического выброса на севере полуострова. В групповых чатах распространяются панические призывы не пускать детей на улицу. Долгожданные дожди после длительной засухи наконец пришли в Симферополь. Однако местные жители опасаются, что осадки могут навредить их здоровью. Некоторые симферопольцы даже находят лужи странного цвета. Эксперты уверены, что опасаться нечего. Ученые Крымского федерального университета оперативно провели исследование выпавших осадков. Анализы показали, дождь в Симферополе абсолютно безопасен для людей. Мы сегодня сами проводили замеры. Дождь вполне естественной природы, pH нейтральный, поэтому никаких проблем для здоровья жителей и для окружающей среды мы не нашли. Не исключены как раз вот на территории Армянска повышение кислотности, незначительное, подчеркну. Это не значит, что у нас с неба будет литься на нас кислота, конечно, это очень слабый будет раствор. Вот. Но, тем не менее, возможно подобное выпадание, но я думаю, в первую очередь это скажется на растениях. Возможно, мы будем видеть характерные, как называют, да, ожоги химические. Но опять же, это только на уровне вероятности. Я думаю, что скорее, даже если дождь пройдет, то он в целом только оздоровит ситуацию. Синоптики подтверждают, дождь, пролившийся над Симферополем, не может содержать вредных примесей, так как циклон пришел с юга полуострова. Дожди пришли с акватории Черного моря. Значит, в Крыму такой неустойчивый характер погоды в связи с южным циклоном. Мы ожидаем сегодня у нас четверг, пятница, суббота, воскресенье и понедельник. Со вторника антициклон, который установится над Крымом, принесет хорошую, ясную, безоблачную погоду. Естественно, дожди прекратятся и будет тепло. Те, кто боится кислотных дождей, вероятнее всего спрятались под крышами. А вот гуляющие под дождем симферопольцы рады осадкам и понижению температуры. На радость этим оптимистам осадки задержатся на полуострове еще несколько дней. Надеюсь, что вредных осадков не будет с Армянска. А так это долгожданное для нас явление. Очень рада, что пошел дождь. Не боитесь, что может быть кислотными осадки? Ну, вы знаете, не особо, конечно, не боюсь. Нет, я не рада, он кислотный. Новости читаем как бы. Осадки пошли и на севере Крыма. Ученые надеются, что дождь очистит атмосферу в районе Армянска, а также поднимет уровень воды в кислотонакопителе завода «Крымский Титан», который и стал причиной вредных выбросов. Анастасия Кошель, Иван Евдокимов, телеканал «Миллет». Проливной дождь затопил дороги и прогулочные зоны в Ялте. Сильный ливень не затихает с самого утра. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. На дорогах образовались крупные заторы, затоплены машины и набережная курортного города. На одном из видеороликов видно, как поток воды сносит с ног двух девушек, которые переходят улицу. Строители заасфальтировали более 80% самого протяженного участка трассы Таврида. На участке автоподхода к Крымскому мосту в Керчи укладывают верхний слой дорожного покрытия. На месте строительства побывал и наш корреспондент Фатима Сейдаметова. Автомобили ездят здесь уже 2 дня. Это первая транспортная развязка Тавриды. Она расположена в районе Керчи и служит разворотной петлей для транспорта, который движется с Крымского моста вглубь полуострова или в обратном направлении. В принципе, это первое искусственное сооружение, которое позволяет беспрепятственно развернуться. То есть, если у нас кто-то по ошибке не успел съехать, допустим, в Тамане, да, проскочил, переехал наш замечательный Крымский мост,
то вот это будет первое место, где можно полноценно развернуться и вернуться в Тамань. Чтобы не затруднять движение для жителей и гостей полуострова, приняты соответствующие меры. Из 4 полос активно функционируют только 2. Дорожники называют это 1+1. Строительство автоподходов, как вы уже знаете, у нас находится в завершающей стадии. Сдача объекта у нас в конце 2018 года. В настоящее время на протяжении 8-6 километров у нас открыто рабочее движение всех видов транспорта, кроме грузового. На перекрытых участках дороги с самого утра ведется активная работа. Здесь укладывают последний, самый прочный слой асфальтобетона. Щебеночно-мастичная смесь предназначена для автомагистралей с повышенной нагрузкой. У этой технологии плюсы в том, что можно прогнозировать усталостные характеристики асфальтобетона, то есть количество приложения нагрузки. Да, мы все видим, что дорога первой категории, это довольно интенсивная, наверное, самая интенсивная дорога в России будет. Вот поэтому проектировали ее из расчета вот таких вот нагрузок, чтобы в ближайшие лет 10-12, надеюсь, все будет хорошо и она выдержит, и не придется делать какие-то ремонты. После укладки финишного слоя асфальтобетона останется лишь облагородить территорию, установить дорожные знаки и расчертить разметку. Подрядчики уверяют, строительные материалы, в частности балки, используют самые качественные. По графику сейчас часть балок уже изготовлена, часть еще изготавливается на заводах. В октябре ожидаем с 10 по 20 октября полностью поставку балок на мост и на последнюю транспортную развязку путепровод всех балок и приступим к монтажу. К концу ноября должно быть полностью готово под проезд. Автоподход соединил Крымский мост с трассой Таврида. Это дорога первой технической категории в 4-полосном исполнении. Его протяженность составит почти 9 километров. Автоподход включает в себя 3 путепровода и 1 транспортную развязку. Подрядчики обещают буквально за месяц завершить укладку 3-го слоя асфальтобетона. А это значит, что прямо с Крымского моста легковые и грузовые автомобили будут съезжать на Тавриду и ехать уже по высокотехнологичному покрытию трассы. Фатиме Сейдометова, Эрвин Миралиев, телеканал Милет. Американская делегация приехала с 3-дневным визитом в Крым. Официальная часть программы начнется с посещения детского дома «Надежда» в Симферополе. Общественники из Америки передадут подарки воспитанникам и высадят деревья. Затем американская делегация встретится с представителями крымского парламента. Кроме того, запланирована экскурсионная программа по знаковым местам полуострова, в том числе посещение Ливадийского дворца. Помимо Симферополя и Ялты, делегация посетит Севастополь. Мы представляем гражданскую дипломатию, а не правительство нашей страны. Я буду обращаться к письму, к решению Генеральной Ассамблеи от 24 декабря, день, когда мы празднуем рождение Христа, в котором говорится о том, что могут сделать гражданские дипломаты для улучшения ситуации в Крыму и отношений между нашими странами. Ситуация в Армянске стабильна, угрозы населению Крыма нет. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Крым. Организована работа лаборатории для исследований, выдачи официального заключения и рекомендаций. Ситуация находится под постоянным контролем. Абсолютно стабильная ситуация. Никакой угрозы жителям Крыма нет. В том числе никаких кислотных осадков не ожидается. Несмотря на то, что у нас идут дожди, ничто не угрожает жизни и здоровью крымчан. Специалисты из Перми начали обследовать вывезенных из Армянска детей. Они пока не обнаружили ни у кого токсичного воздействия. Об этом сегодня журналистам сообщила заместитель директора по лечебной работе центра, доктор медицинских наук Ольга Устинова. Специалистам для выводов необходимо осмотреть 300-350 детей. Она добавила, что центр из Перми занимается расследованиями таких ситуаций более 25 лет. Перед специалистами стоит задача оценить реальное воздействие на население техногенных факторов и дать рекомендации. По результатам, предварительным результатам вчерашнего дня никаких токсических воздействий с угрозой для здоровья и жизни детей на вчерашнем осмотре не было выявлено.
А теперь к другим новостям. В августе сотрудников погрануправления ФСБ России по Крыму пытались подкупить порядка 10 раз, сообщает пресс-служба ведомства. Последний случай произошел на автомобильном пункте пропуска в Армянске. Киевлянка обратилась к пограничникам с просьбой посодействовать в быстром проходе через границу России и избавить ее от процедуры осмотра автомобиля. За услуги женщина пообещала денежное вознаграждение. Также крымским пограничникам предлагали вознаграждение, если они закроют глаза на провоз подсанкционных товаров. Лица, нарушившие правила миграционного законодательства, привлечены к административной ответственности. В Белогорском районе на трассе Симферополь-Керчь опрокинулся грузовик. Движение по автодороге было сильно затруднено. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы происшествия. Авария произошла в районе поселка Зуя. Водитель грузового авто допустил опрокидывание машины в кювет. Информации о пострадавших нет. И еще одно ДТП на трассе Симферополь-Керчь. Об этом также рассказывают очевидцы происшествия в соцсетях. В результате столкновения с фурой иномарка получила серьезные повреждения. По данным очевидцев, есть пострадавшие. О причинах ДТП разбираются правоохранители. Руслан Бальбек провел очередной прием граждан. Сегодня за помощью к депутатам Госдумы Российской Федерации обратилось более 12 человек. Самые частые вопросы – получение земельного участка и оформление права собственности. Также крымчане принимают активное участие в улучшении инфраструктуры в местах компактного проживания крымских татар. В Денисовской школе Симферопольского района состоялось открытие мемориального камня героям Великой Отечественной войны, рожденным в Крыму. Ранее на территории учебного заведения появилась школьная аллея героев. Организаторы Крымского регионального общественного движения «Герои Крыма» высадили деревья. Теперь установили мемориал. Стоит отметить, что уже высажено более 150 деревьев в 4 школах республики. И в каждой аллее в течение года планируют установить мемориал героям. Открытие первого памятного камня уже состоялось накануне 73-й годовщины Великой Победы в селе Тепловка Симферопольского района. Страна нуждается сегодня в искренних героях и в искренних патриотах, которые бы защищали свою родину. И вот наш проект как раз на это и ориентирован, чтобы эти дети видели имена героев, изучали их биографии. Мы проводим лекции про этих героев, чтобы они знали, что такое их родина, кто им ее освободил и кто оставил им счастливое будущее. Хотелось бы, чтобы на этот памятник возлагались цветы, чтобы читались молитвы этим героям, чтобы дети помнили, и чтили их память. Это самое важное. И брали пример, конечно. В Крымско-татарском музее культурно-исторического наследия открылась выставка под названием «Крымско-татарская вышивка и исторические фотографии конца 19-го, начала 20-х веков». При поддержке Министерства культуры Республики Крым более 100 уникальных экспонатов представлены из фондов Российского этнографического музея Санкт-Петербурга. Шедевры национального рукоделия увидела и наш корреспондент Султания Истакаева. В этой небольшой комнате собраны поистине уникальные антиквариаты. Более 100 образцов крымско-татарской вышивки впервые увидят современные крымчане. Национальные костюмы, женские головные уборы, платки и полотенца для украшения стен. Все они изготовлены в крымско-татарских народных традициях искусными вышивальщицами около 100 лет назад и украшены разнообразными орнаментами и узорами. Женские головные покрывала, то есть по составу здесь в основном, конечно, вещи, вот которые, или значит это кыбрызы, которые украшали стены домов, причем из разных районов, и Южный берег, и Степной Крым. Шербенти, это вот девичьи покрывала, марама женские, тоже вот узорно-тканые. Ну и небольшая, конечно, коллекция мелких предметов, которые тоже украшались вышивкой. Это вот кисе, здесь есть и вышитая челма. Все эти старинные предметы хранились в фондах Российского этнографического музея Санкт-Петербурга более 100 лет. Они были собраны в Крыму известными учеными и сотрудниками музея еще в начале 20 века. На каждый образец этнографы в свое время бережно составили паспорт. Первые экспедиции были где-то в 1905-1907 годах начинались. Это иностранцы, Бонча-Смоловский, Миллер и очень много других исследователей, ученых. То есть благодаря им мы можем многие вещи на самом деле идентифицировать, откуда они происходят, к примеру, да, из какого географического района, кому они принадлежат. Эта выставка уже заинтересовала крымских ученых, этнографов и культурологов. В течение 3 месяцев они будут изучать особенности крымско-татарской вышивки.
Мы сегодня предложили Российскому этнографическому музею совместно издать каталог крымско-татарского декоративно-прикладного искусства. Мы проведем работу и соберем из фондов всех музеев уникальные экспонаты в одном каталоге. Среди экспонатов выставки и национальный костюм молодого крымского татарина из Евпатории тех времен. Строгий и элегантный, он может стать ориентиром для современных модельеров, ведь идея добавления крымско-татарского колорита в мужскую одежду сейчас активно обсуждается в обществе. Сотрудники музея этнографического российского пообещали дать все вот в виде фотографий варианты, которые у них есть, сохранились. Это разнообразные арнаутки, да, то есть это вот верхняя одежда, которая использовалась в качестве жилеток только с рукавами. Поэтому для меня это действительно очень важное событие. Вот взахлеб знакомлюсь и благодарен Софии Ханум, сотрудникам нашего музея, за такие вот эффективные коммуникации, которые позволили сегодня крымским татарам, крымчанам, гостям полуострова ознакомиться и вот погрузиться в крымско-татарскую культуру. Более 2000 экспонатов культуры крымских татар сегодня хранятся в Российском этнографическом музее. В Крым привезена лишь малая часть этой ценной коллекции. Выставку можно будет посетить до конца ноября. Султанис Такаева, Алишер Алимов, телеканал Миллет. И на этом наш выпуск завершен. Больше информации в наших социальных сетях. Оставайтесь вместе с нами.